В 2025 году в Республике Башкортостан только на базе Республиканской инфекционной больницы от гепатита С вылечили 900 человек. Во всяком случае, эти 9 сотен прошли лечение. Почему гепатит С называют ласковым убийцей? Поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Татьяна Майорова, врач-инфекционист, заведующая дневным стационаром Республиканской клинической инфекционной больницы. Татьяна Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с вами начинаем именно и говорим о гепатите С, говорим о том, что гепатит С – это ласковый убийца. Почему? Соответствует реальности вот такое вот, может быть, название, такая метафора? Ласковым убийцей его называют потому, что долгое время пациент, человек, даже может не подозревать о наличии этой инфекции, а осложнения и последствия достаточно серьезные. То есть могут пройти не только десятки лет от момента заболевания, а даже десятилетия. И человек узнает об этом, когда уже развиваются такие серьезные осложнения, как цирроз и даже рак печени, которые могут привести к различным неблагоприятным исходам. Поэтому за этим гепатитом закрепилось такое название. А как проявляется заболевание вот на ранних стадиях? Как вообще его можно обнаружить? Только 20% населения могут переболеть острой инфекцией. То есть со всеми этими клиническими проявлениями, которые мы считаем, гепатит – это желтуха больше всего у пациентов в сознании, с температурой, с какими-то проявлениями тошнотой, рвоты, с болями. Большая часть населения переносит это незаметно и может проявляться даже просто небольшим дискомфортом, повышенной утомляемостью, снижение работоспособности, и узнают об этом уже на поздних стадиях, либо случайно при медобследовании. А вот сколько должно пройти времени, чтобы было понятно, вот, там, допустим, от момента заражения до проявления этой болезни, вот, циррозом, например? Ну, для цирроза приблизительно точных таких данных нет, это зависит от образа жизни человека, от наличия у него сопутствующих болезней, таких сопутствующих тяжелых, как диабет и сердечно-сосудистые. Но, в принципе, около 10-15 лет это если есть наличие грозных заболеваний, если ведется неправильный образ жизни, а так иногда и более 2 десятков лет пациент может не знать, но если он при этом регулярно не обследовался. В поликлинике не проходил хотя бы базовые анализы, биохимический анализ крови, общий анализ крови. Вот. Ну, десятилетие может пройти, более 10 лет развития цирроза. Долгое время считалось, что вот гепатит С – это болезнь представителей асоциального поведения и так далее. Это через людей, которые употребляют запрещенные препараты и так далее. Вот сейчас что-то изменилось? Группа риска, конечно, этих пациентов остается, асоциальный образ жизни, но сейчас дальше в группе риска также пациенты, которые перенесли операции, особенно обширные операции с различными травмами обширными. Также пациенты гемодиализа остаются в группе риска. В группе риска пациенты все еще остаются посещающие стоматологию, а также проведение татуировок, даже татуаж и различные косметологические процедуры. Особенно если это делается все не в лицензионных клиниках, где все, как правило, обрабатывается, оборудуется, а где-то на дому, у знакомых и так далее. Вот. То есть, когда мы идем к стоматологу, В смысле? Когда мы идем к стоматологу, я имею в виду, что мы, в принципе, тоже рискуем в определенной степени. Ну, к сожалению, этот риск остается. Конечно, сейчас он минимизируется, то есть используется все одноразовое, проводятся все необходимые дезинфицирующие мероприятия, но остается, видимо, человеческий фактор и технический фактор, то есть те же самые различные многоразовые инструменты обрабатываются, должно быть все выдержано, то есть время должно быть выдержано, выдержки этих препаратов, определенный температурный режим, а если это дезинфицирующие растворы, то же самое. А можно ли заразиться вот гепатитом С через посуду, например, вот общую, рукопожатие, полотенце? В быту заразиться нет, нельзя. И эти вопросы возникают особенно у пациентов, кто к нам приходит, опасен я для своих членов семьи.
Нет, и в быту через рукопожатие, через посуду это не передается. Как выясняется, что все-таки заражен гепатитом С? Вот, например, это единственный способ — это сдать кровь, да, я так понимаю? Если нет клинических проявлений, то да, это сдать кровь. Иногда просто даже во время диспансеризации обнаруживают в биохимическом анализе крови, как говорят в народе, печеночные ферменты. Если они повышены, это повод, и нет других причин для их повышения, это повод сдать анализ на гепатиты, в том числе и на С гепатит. Тем более сейчас этот анализ введен этот скрин на гепатит введен в рамках национального проекта «Активная продолжительная жизнь» в обязательный перечень при диспансеризации. Татьяна Георгиевна, гепатит С излечим в 21 веке? В 21 веке это заболевание излечимо. Еще раз повторюсь, есть у нас национальный проект «Активная продолжительная жизнь». Целью ее является увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. И в рамках этого нацпроекта проводится борьба с вирусным гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания. Заболевание излечимо, прием, и даже в рамках этой программы оно проводится бесплатно для населения. Для этого нужен только полис обязательно медицинского страхования. То есть, как раньше, серых схем никаких нет, то есть все в рамках ОМС. Причем сейчас, я насколько понимаю, это уже не такие, может быть, препараты с серьезными противопоказаниями, да? Сейчас это уже разработали именно специальную программу, это более такая щадящая. Да, конечно. Действительно, раньше были вот эти всем известные, кто интересовался, знает интерфероновые схемы. Во-первых, к этим схемам очень четкие показания, противопоказания, невозможность проведения лечения при каких-то особых заболеваниях. Сейчас, да, противовирусная терапия, она заключается в приеме таблеток. Определенные схемы, длительность лечения подбирает конкретно лечащий доктор, и зависит от того, какой у вас вирус, как продвинуто, насколько продвинуто заболевание, стадия заболевания, есть ли осложнения, есть ли сопутствующие заболевания, принимаете ли вы на постоянной основе какие-то препараты. И поэтому самолечением, хоть и существует мнение, что это легко, попил таблеточки и все, там и могут быть какие-то побочные явления при некоторых, иногда при приеме, что просто взять, попить таблетки, это неправильно, обязательно вас курировать должен грамотный специалист, который объяснит, как принимать, в какое время, что можно, что нельзя в это время, ну и ведет вас весь курс лечения. Длительность от 2 до 6 месяцев. 100% излечиваемость? Препарат высокоэффективен, но 5% международный никто не отменяет, то есть 5% это связано с чем? Что вирус достаточно мутирует, поддается мутациям, поэтому, в принципе, к нему не развивается иммунитет. И есть вирусы, устойчивые к определенным препаратам. Вот. 5% эта статистика пока не меняется. Татьяна Георгиевна, еще один из вопросов. Может ли мама, которая болеет гепатитом С, родить здорового ребенка? Да, конечно, мама может родить здорового ребенка. Мало того, по литературным данным, риск инфицирования ребенка во время родов 5%. По факту это значительно меньше, но, по крайней мере, по моему опыту их практически даже не было, можно сказать. Но есть риск во время кормления, если нарушена целостность кожных покровов у молочных желез у мамы или какое-то заболевание у ребенка, здесь риск минимальный, он, конечно, есть, поэтому рекомендуется использовать специальные накладки. А вообще в идеале до планирования беременности вылечить гепатит С, потому что во время беременности период кормления противовирусной терапии противопоказан. Расскажите, если вдруг гепатит С обнаружили и у ребенка, что делать в этом случае? Деток намного меньше. Сейчас возможно лечение детей с 3 лет. То есть если еще 5 лет назад говорили с 12 лет, а еще раньше только при совершеннолетии, сейчас с 3 лет существуют препараты,
и активно, хорошо проходит лечение. Вот мы у вас, как у врача-инфекциониста, как у специалиста, хотели бы спросить, какие бы вы дали рекомендации для того, чтобы избежать заражения этой болезнью? Самое главное, я думаю, чтобы предупредить, правильный образ жизни – это раз, регулярно проходить медобследование – это два, то есть это банальные анализы на биохимию, сдавать тот же анализ на гепатит С при диспансеризации, и активно и аккуратно подходить к тем моментам в плане именно косметологических процедур, татуировок и так далее. Татьяна Георгиевна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию и рассказали о том, чего стоит избежать и как можно следовать профилактическим советам. Спасибо огромное. Будьте здоровы. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответила Татьяна Майорова, врач-инфекционист, заведующая дневным стационаром Республиканской клинической инфекционной больницы. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.